А вот предположительно тот самый кабинет, где и проходил единый государственный экзамен. Здесь уже успели сделать ремонт и вынести мебель, но о недавнем ЕГЭ до сих пор напоминают надписи на доске и номер аудитории. Учителя, которые проводили выпускную аттестацию школьников, общаться на камеру категорически отказались, а их коллеги до сих пор не могут поверить в произошедшее. Тем временем, если по результатам проверки будет выявлена вина педагогов, то дело передадут в суд. Ответственность понесут и ученики, которые воспользовались шпаргалками. Предусмотрены штрафные санкции как для выпускников, так и для должностных лиц. Для должностных лиц более суровое наказание от 20 тысяч рублей до 40 тысяч рублей. В случае необходимости в суд готовы подать и родители выпускников, которые уверены, дети сдавали экзамен честно. По словам их представителя, в ходе самого ЕГЭ нарушений выявлено не было. Будем обжаловать действия комиссии по аннулированию ЕГЭ в суде. И будем отстаивать права и интересы ребят, девчат, которые лишаются права поступать куда-то в этом году. После просмотра видеозаписи некоторые родители выходили из зала, едва сдерживая слезы. Видимо, было от чего. А вот нескольким выпускникам аттестаты по результатам проверки все же вернут. Во время сдачи ЕГЭ по обязательным предметам нарушений у них не зафиксировано. Из 16 выпускников у 5 аттестаты остаются, а остальные определяемся, в какие колледжи можно будет поступать. Как бы то ни было, в этой ситуации все дети испытали сильнейший стресс. Какое-то время с ними даже приходилось работать психологом. Теперь 11 из 16 выпускников смогут пересдать экзамены лишь осенью и продолжить учебу в колледже или техникуме. Обвинений в том, что они списывали, ученики отрицают. Азат Садриев, Булат Садриев и Артур Галеев. Итоги недели. Балтачевский район. Башкирский Бонни и Клайд под арестом. Громкая история об ограблении Салаватского банка подходит к концу. Но не все так просто. Луизу Хайруллину заочно поместили в изолятор до конца следствия, а ее супруг стал свидетелем уголовного дела. Марат Хайруллин дал интервью на федеральном канале, а по прибытию был задержан и сменил свой статус уже на соучастника преступления. Луиза по-прежнему молчит, а вот Марат стоит на своей версии, что все похищенные миллионы он спустил на азартные игры. Радмир Азнабаев продолжит тему. Марат, а куда вы дели деньги? В этот день Марат Хайруллин и превратился из свидетеля в соучастника преступления. Сошедшего с рейса Москва-Уфа оперативники задержали его прямо в аэропорту. Еще накануне мужчина рассказал свою версию ограбления века в популярном ток-шоу на федеральном канале. В эфире «Пусть говорят» он сообщил, что все украденные миллионы он проиграл. Уговорил первый раз ее взять 50 тысяч рублей. Я хотел отыграться, и пришлось брать второй раз. История повторилась. Третий, четвертый. Пошло-поехало снежным комом. По словам супруга Луизы Хайруллиной, они крали деньги из банка в течение 1,5 лет. Жена заносила в кассу муляж, а выносила настоящие банкноты. Пойти супругов на такой поступок сподвигли якобы постоянные угрозы и звонки коллекторов. Бывший директор башкирского филиала Россельхозбанка дал свою оценку этой истории. По его словам, версия Марата правдива, но только частично. Есть определенные периоды времени, когда касса не подвергается контролю. И какое-то время, 2-3-4 месяца такое могло быть. Дело в том, что у всех банков есть система так называемых внезапных проверок. Наверное, какое-то время могло быть, но не 3-4 месяца, не более. Играл ли Марат ради удовольствия и обогащения, либо его заставляли ставить на кон миллионы, выяснить можно, говорят эксперты. Для этого необходимо уточнить, в каких конторах он спускал краденые деньги. Чисто теоретически, конечно же, работа на заемные деньги, можно потерять 20 миллионов в течение короткого срока. Но это очень легко проверяется, у любой брокерской компании запрашиваются отчеты, в которых отражаются абсолютно все движения и все операции, которые были совершены клиентом. Эти растраты нельзя будет отследить в одном случае, если только Марат играл в так называемых подпольных организациях. Игровые автоматы, букмекерские и брокерские конторы. Вот на что ушли потраченные миллионы по версии Марата Хайруллина. Следствие хоть и подтвердило его игровую зависимость, но поиски денег все еще продолжаются.
Марат рассказал, что первые 3 дня они жили в палатке неподалеку от Салавата, а после отправились в Казань. Но по некоторой информации правоохранители нашли след Луизы Хайруллиной на Украине. Якобы она все-таки пересекла границу и выходила в сеть с украинского IP-адреса. Судя по всему, это и стало причиной заочного ареста. Ей назначили государственного защитника, но свою помощь женщине предложил общественник Азамат Галин. Адвокаты Луизы обжаловали решение об аресте в Верховном суде, но Фемида апелляцию не удовлетворила. Все говорят, что якобы установлена опека над детьми, но в материалах этого дела нет до сих пор ни постановления об установлении опеки, нет постановления о признании потерпевшим. Мы не знаем, кто признан потерпевшим на сегодняшний день. И при этих обстоятельствах считаю постановление незаконным. Своих детей Луиза не увидит как минимум до 2 сентября. Адвокаты обвиняемых уже подали кассационную жалобу. Тем временем Марату Хайруллину огласил меру пресечения Орджоникидзевский районный суд Уфы. Ему назначили 2 месяца домашнего ареста. Он обвиняется по статье «Кража в особо крупном размере». Сейчас Марату, как и Луизе Хайруллиной, грозит до 10 лет тюрьмы. Радмир Азнабаев, Ремзат Билалов, Булат Закирьянов, Азат Тузбеков и Владимир Шевчук. Итоги недели. 3600 литров молока с высоким содержанием антибиотиков будут уничтожены. В магазинах Уфы и Стерлитамака обнаружили продукцию из Республики Мордовия, не отвечающую требованиям безопасности. В молоке марки «Хорошее дело» в 2 раза превышен допустимый уровень содержания пенициллина. Специалисты Россельхознадзора сейчас изучают пробы из изъятой партии. Последуют ли санкции для производителей, расскажет Лилия Курбанова. Как оно на вкус? Ну, это питьевая же, хорошая. То, что молоко должно быть полезным продуктом, производитель понял, видимо, буквально. Эти термопакеты вполне можно выставлять на прилавках аптек рядом с таблетками и микстурами. В составе найдено высокое содержание антибиотика. Тем временем на этикетке соблюдены все ГОСТы, не указано никаких добавок, а в составе якобы только нормализованное молоко. Вкусная, да? С чаем. Питьевая она. Чая не пойдет, вот это пойдет. 3 на 2 чай. На чай хорошо. Надо густое. Ага, густовато. А эти пить хорошо. И ребятишки им самим хорошо. Берем. Пейте, дети, молоко, будете здоровы. Все как в мультфильме, только с точностью наоборот. Эксперты бьют тревогу. Пить такое молоко опасно. Большое количество антибиотика может вызвать аллергию. Медиками пенициллин используется для лечения пневмонии, менингита, ангины. Через несколько месяцев регулярного употребления молока с антибиотиком организм человека может привыкнуть к лекарству, а это уже затруднит медикаментозное лечение. Если появляется какой-то антибиотик против каких-то бактерий, у бактерий начинается параллельная эволюция. То есть бактерия начинает вырабатывать механизмы против устойчивости к этим антибактериальным препаратам. Появляется какой-нибудь антибиотик, и через буквально полгода уже появится микроорганизм, устойчивый к этому антибиотику. И, соответственно, они вот эту устойчивость размножают, передают друг другу. Контрольная закупка была сделана на этой неделе. Опасное молоко стоит на прилавках магазина низких цен. В лабораторию продукт отправляется инкогнито. Чтобы пробы не потеряли результаты, на колбах ставится номер, указывается шифр. В избежание ошибок при проведении исследования посуда нумеруется туда, куда будет расфасовываться молоко. Основной этап экспертизы проходит уже в этом кабинете. Здесь молоко стоит и доходит до комнатной температуры. После помещается в пробирку, центрифугируется, чтобы жир ушел наверх, и проверяется на антибиотики уже только нижняя часть. В проверяемой продукции содержание антибиотика превышено почти в 2 раза. Приборы показали 0,78 миллиграммов на килограмм. Когда нам приходит молоко и мы делаем анализы, мы получаем результаты. И уже сравниваем, допускается норма или не допускается. Непосредственно на пенициллин допустимая норма 0,04 миллиграмма на килограмм. Как пенициллин мог попасть в молоко? Есть 4 возможных варианта. Прививки, лечение, корм. Или же недобросовестные производители добавили антибиотики непосредственно в продукт для уничтожения патогенной флоры и увеличения сроков годности. Отбираются пробы молока и других продуктов в ходе ежегодного такого мониторинга качества и безопасности продуктов. То есть вот иногда выявляются вот такие. То есть это не постоянно, но тем не менее ежегодно выявляются какие-то вот партии молока, молочных продуктов с антибиотиками.
Мы попытались предупредить продавцов о том, что этот продукт опасен, но снимать с прилавков молоко из Мордовии они пока не торопятся. Хорошее дело, да. Мордовия. Да. Там они сказали, что превышено в 2 раза количество антибиотиков. Ну, понимаете, я тоже могу сказать. И на заборе написано, так ведь? По словам специалистов Россельхознадзора, партия пенициллинового молока объемом 3600 литров должна быть уничтожена. Продукция распространяется не только в Башкортостане, а также в других регионах России. Производителя могут привлечь к ответственности. Сейчас будет введен режим усиленного контроля. Виновника ждет штраф, если хорошее дело вновь не оправдает своего названия. Лилия Курбанова, Максим Окунев, Азамат Мухамедшин и Артур Гилаев. Итоги недели. На неделе спикер башкирского парламента подвел итоги работы депутатского корпуса в весеннюю сессию. Какие наиболее интересные законопроекты были в центре внимания Госсобрания Курултая, узнаем у Константина Толкачева. Он сегодня гость итогов недели. Здравствуйте, Константин Борисович. Спасибо, что пришли. Добрый вечер, Азат. Итак, каковы основные итоги работы ваших коллег, вашей работы в весеннюю сессию? Схематично более 90 законов приняты, подписаны исполняющим обязанности главы республики. Законы, они самого разного уровня и самого разного направления. Они приняты в рамках реализации тех предметов деятельности, которые распределены между комитетами. Какому закону уделить особое внимание, ну, это немножечко непросто. По юридической силе конечно, потому все... что вы охватываете весь спектр, да, скажем. По юридической силе они все одинаковые, но я бы, может быть, напомнил телезрителям некоторые наши законы, которые вызвали внимание общественности, которые были предметом общественного обсуждения. Но прежде всего это известный закон о правилах парковки, в соответствии с которым нарушение правил наказывается достаточно серьезно. Мы газоны, так называемые. Да, внесли изменения в соответствующий административный закон. Ну, согласитесь, все-таки неправильно, когда до последнего времени каждый мог поставить машину, где ему заблагорассудится, или детская площадка, или газонная территория, или какие-то лесные насаждения, и как-то мы все закрывали на эти глаза. Но вот руководитель профильного комитета, перебью вас коротко, уже после того, как был принят закон, говорил в интервью нашим коллегам, что ну, какие-то, возможно, будут поправки, да, потому что все-таки документ еще сырой. Да, мы ведем мониторинг. Я бы, пользуясь случаем, просил телезрителей, если у них какие-то есть предложения. Любой закон, он, конечно, абсолютно совершенства не бывает в законотворчестве. Он имеет определенные ресурсы, определенные имеет, наверное, недостатки. И даже приняв этот закон, мы уже видим те направления, по которым требуется его совершенствование. В мониторинге задействованы все депутаты. Они нам представили целый ряд предложений. Это будет предметом нашего обсуждения. И я думаю, что если эти предложения получат и общественную поддержку, мы, конечно, будем думать о внесении изменений в действующий закон. Но даже сейчас он уже показал свою эффективность, и очень много писем приходит как раз вот как благодарно оценивающим этот правовой Мне документ. вот очень интересно было слышать по поводу телезрителей и общественности, да, насколько я понимаю, парламент как-то все больше и больше становится открытым, появляются новые возможности для обратной связи, электронные медиа и так далее, и так далее. У нас нет ни одной закрытой темы, которую бы мы обсуждали в каком-то таком варианте кабинетном. Ну вот вы в Фейсбуке давно, да, а вот в эту сессию как раз, по-моему, у вас группы появились в основных сетях и всего депутатского корпуса. Да, практически во всех основных сетевых ресурсах, да, как правильно все-таки назвать, присутствуют наши группы. Это в Инстаграме, это и в Твиттере, это в Фейсбуке. То есть мы всегда в контакте. А вы чувствуете эту обратную связь? Обязательно. Мы часто, даже наши темы, они являются предметом обсуждения, голосования, и мы видим реакцию наших телезрителей, оппонирующих нам лояльно или нелояльно. Ну и с учетом уже тоже где-то строим работу последующую над совершенствованием законов. На этой неделе проходила информация о том, что парламент нашей республики наиболее активен среди всех региональных органов законодательной власти, что касается инициатив федеральное собрание. Да? Так ли это и почему? На протяжении уже многих лет мы являемся лидерами среди субъектов Российской Федерации. Я вам скажу, за период деятельности Государственной Думы уже 11 наших законодательных инициатив приобрели статус
федерального закона. Ну, чем это сравнить? Ну, можно сказать, что все субъекты Приволжского округа примерно столько же в совокупности направили законодательство. Ваши инициативы, ваших коллег, да, и всех остальных регионов. Да, это говорит и об эффективности нашей парламентской деятельности, но об ответственном подходе к оценке регулятивного воздействия федеральных законов, их недостатки видим и стараемся совершенствовать федерально-правовое поле тоже. Какие задачи на осеннюю сессию? На осеннюю сессию достаточно большие задачи, но самое главное, это, конечно, работа над бюджетом. Вы знаете, что это вопрос очень особой важности. Парламент и создавался, прежде всего, как орган, который принимал бюджет, утверждал его, контролировал его исполнение. Это еще в далекой Англии в XIII веке. Поэтому сейчас эта тема не теряет своей актуальности. Главный финансовый документ ведь будет не на год принят, а сразу на 2, если не ошибаюсь, так? Ну, мы уже давно идем в такой смешанный формат. Мы принимаем бюджет как бы на 3 года, но и более детализируем его на самый ближайший год. Да. Поэтому мы примем на 2021-2022 годы, и особое внимание, конечно, будет уделено бюджетным положениям, которые будут реализованы в 2020 году. Сейчас у депутатов так называемые каникулы. Вы сами чем будете заниматься? Даст ли отдохнуть? У нас предстоят непростые выборы. Вы знаете, что у нас по массовости в России нет таких. У нас 818 избирательных кампаний. Только в местные советы мы будем избрать 7300 с лишним, более депутатов. До выборов в Госсобрание? До выборов в Государственное собрание, в Горсовет, в районные советы. То есть работы предстоит достаточно много. Ну и самое главное, функционально ведущая, конечно, избирательная кампания – это выборы высшего должностного лица. Поэтому мы должны находиться все в работе, выполнять свои партийные обязанности и делать все возможное, чтобы выборы проходили легитимно, безупречным исполнением закона. Спасибо вам за это интервью. Спасибо, что пришли. Спасибо. К слову, Ради Хабиров на этой неделе зарегистрирован кандидатом на должность главы Республики Башкортостан. В понедельник в Центре избиркоме региона прошло заседание, на котором члены комиссии подтвердили подлинность собранных Хабировым 476 подписей муниципальных депутатов. Напомню, для того, чтобы кандидата на выборах можно было зарегистрировать, необходимо предоставить ЦИК не менее 454 подписей депутатов местных советов. Председатель Центральной избирательной комиссии Илона Макаренко вручила Радию Хабирову соответствующее удостоверение, а накануне еще 3 кандидатов официально вступили в предвыборную гонку. Это Иван Сухарев, выдвинутый партией ЛДПР, справедливорос Юрий Игнатьев и коммунист Юнир Кутлугужин. Напомню, в сентябрьских выборах изъявили желание участвовать 11 кандидатов. Правда, не все собрали документы в полном объеме. 3 кандидатам на должность главы республики было извещение направлено о том, что имеются в представленных документах недостатки, которые они могут устранить. Ну и до 17 числа вот они должны будут эти недостатки устранить. Это Сания Тимасова, это Саитова и Малокин. И последнее. Аскинская ледяная пещера, одна из визитных карточек Башкортостана на неделе, вновь оказалась в центре внимания. Природный парк в Архангельском районе, в котором расположен уникальный памятник, пополнился очередной достопримечательностью. После реконструкции здесь открыли минеральный источник, являющийся частью туристического комплекса. Специалисты надеются, что если сделать отдых здесь максимально цивилизованным, это поможет сохранить достопримечательности не только для потомков, но и для исследований, которые активно проводятся в пещере. Наша съемочная группа побывала в царстве вечного холода. Материал Артура Шамсуддинова. В этих стенах время словно остановилось. Даже если на улице 30-градусная жара, в пещере круглый год температура не повышается выше нуля. И так на протяжении тысячелетий. Благодаря холоду в огромном зале, словно статуи, стоят ледяные сталагмиты. Если присмотреться, то в очертаниях можно увидеть огромного мамонта или, например, фигуру Мадонны с младенцем. У каждого, кто сюда приходит, свои ассоциации. Впечатления просто, я не знаю, их трудно передать словами. Вот. И рад за то, что все-таки в Башкирии есть такие места, и они еще сохранились.
и за ними следят. Аскинская ледяная пещера – уникальный природный памятник, единственный в своем роде на Урале. А потому попасть сюда ежедневно пытаются десятки туристов. И если обывателей привлекают гигантские ледяные изваяния, рядом с которыми можно пофотографироваться, то ученых – то, что находится под ними. Ископаемые хранятся еще со времен ледникового периода. Здесь могут быть доселе неизученные микроорганизмы, а потому внутренняя температура под постоянным контролем специалистов. С недавнего времени правительством республики был введен регламент посещения пещеры. Согласно постановлению, одновременно здесь может находиться не больше 10 человек и не дольше 20 минут. Дальше каждые 50 минут пещера отдыхает. Это делается для того, чтобы сберечь уникальный ледник от таяния. Раньше вход в пещеру был свободным. Вандалы ломали статуи в желании сделать удачный кадр, наносили вред пещере и обычные посетители. От присутствия большого количества людей менялся микроклимат. Температура, державшаяся на уровне минус 4 градусов, в последние годы повысилась до нуля. Ситуация изменилась, когда Русское географическое общество взяло под опеку Аскинскую пещеру. Ученые начали создавать план по сохранению ледяного грота, а наша коллега, тележурналист Гузель Хамитова, разработала экскурсионный маршрут. Познавательный и, что самое главное, безопасный. Если мы будем соблюдать этот регламент, 80 человек в день, не более, тогда пещера будет в сохранности. Свободный доступ в пещеру ограничили. Силами волонтеров территорию привели в порядок. Убрали мусор, внутри установили специальное освещение. Теперь скульптуры переливаются разными цветами, что создает эффект полярной ночи. Спасибо, что есть такие люди, кто ухаживает за такими местами, кто организовывает это все, такие походы. Пристальное внимание ученые уделяют не только пещере, но и близлежащему природному парку. Чтобы ограничить бесконтрольный въезд автомобилей, территорию огородили. Построили стоянку, гостевые дома. На горной речке установили специальные переходы. Очередным этапом стало благоустройство родника, который также является памятником природы. Вкусная вода, хорошая. Для здоровья. Рядом с журчащим ручейком очередь из паломников. Все стоят с бутылками и канистрами, чтобы набрать как можно больше живительной воды. Раньше сделать это было проблематично. Источник на некоторых участках был засыпан грунтом и находился под угрозой исчезновения. Месяц назад мы приезжали тоже сюда отдыхать. Этого ничего не было. А сейчас сын приехал, у меня заснял все. Говорит, мам, смотри, что там сделали. Как красиво. Чтобы вдохнуть в родник новую жизнь, Русское географическое общество включило его в специальную программу. Идея по облагораживанию источника быстро нашла отклик у спонсоров, которые помогли собрать необходимую сумму. Родники, во-первых, имеют свойство менять свое, место выхода. То они, если засыпалось, камнем передавило, родник вода ищет другое место. А если это облагорожено, если направлено, правильно в русло, то, конечно, родник будет долгие годы служить. Конечно, наибольший интерес для ученых все же представляет сама пещера. Под тысячелетним слоем льда здесь в свое время нашли кости древних животных и череп человека, вмерзший в лед. Что еще таит в себе это уникальное место, покажут дальнейшие исследования. Именно поэтому ученые, взявшие территорию под охрану, стремятся сделать отдых максимально цивилизованным, чтобы сохранить первобытное царство холода для новых открытий. Артур Шамсудинов и Булат Закирьянов. Итоги недели. Архангельский район. Такой была эта неделя. Оставайтесь на канале БСТ. Далее в нашем эфире специальный репортаж о Дне семьи, любви и верности. Я же с вами прощаюсь. Увидимся.